Мы предполагаем, что в случае поддержки на референдуме Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа. В настоящее время так называемая чистая партийно-пропорциональная система выборов действует в таких европейских странах, как Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Кроме того, по ней формируются парламенты таких стран, как Аргентина, Бразилия, Боливия, Эквадор, Израиль, Индонезия и так далее. Поверьте, избиратели, законодатели, юристы этих стран не считают, что данная система как-то дискриминирует права их граждан избирать и быть избранными. Это нормальная, здоровая международная практика. Многие эксперты считают, что пропорциональная система обладает значительными преимуществами перед мажоритарной системой. В числе таковых эксперты называют фактор справедливости. Партии получают в парламенте ровно столько голосов, сколько за них отдали избиратели. То есть мажоритарные депутаты не будут впоследствии искажать народное волеизъявление путем присоединения к тем или иным фракциям. Фактор участия. Система при правильном выстраивании законодательства помогает лучше учесть социальную структуру электората, обеспечить равномерное представительство меньшинств, в том числе молодежь, женщин, граждан с особыми потребностями. Фактор идеологичности. Власть и общество получают ясные сигналы о том, какие партийные идеологические предпочтения им нужны, какими они считают на данном этапе и данном цикле важными. Фактор многопартийности. Общество получает возможность структурироваться по понятным и легальным критериям, усиливать идейную и политическую конкуренцию в стране и регионах. Фактор стабильности. Система способствует диалогу и формированию консенсусов, избеганию поляризации общества, способствует поиску компромиссов и согласия. Фактор явки и участия. В силу того, что представительство лучше отражает реальную поддержку, такие системы часто способствуют более активному вовлечению граждан в избирательный процесс.